My parents are immigrants from Hiroshima to America. Мои родители были родом из Хиросимы и эмигрировали в свое время в Америку. And I was born in a prison camp in the United States. И я родился в концентрационном лагере в США, в Америке. At the time of Pearl Harbor, although I was a citizen. После того, как японская армия разбомбила Перл-Харбор. Но несмотря на то, что я даже был гражданином США на тот момент. I lost many of my family in Hiroshima when the atomic bomb fell. Очень много моих родственников погибло после бомбежки в Хиросиме. So my family on both sides, in America and in Hiroshima, suffered because of war. И, конечно же, в результате этой войны вся семья моя, которая находилась и в Хиросиме, и в Америке, они очень пострадали. I was a baby, and really it didn't occur to me that it was so bad. Я был тогда еще совсем маленьким, родился в 1942 году, и еще не осознавал, насколько вот все было страшно на самом деле. But as I grew up, I came to realize the effect on our family and determined that maybe when I grow older, there's something I could do to have peace in the country. Я стал только со временем осознавать вообще этот факт, как все это повлияло на меня. И я пришел к такому для себя вот решению, что я должен сделать что-то, чтобы вот предотвратить в будущем такие ситуации жизненные. Because I'm an American, I didn't know much about Japan until I went to Hiroshima. И поскольку я был, в общем-то, являюсь американцем, я не знал очень много про Хиросиму до тех пор, пока я сам не побывал в городе Хиросима. And in Hiroshima, they weren't accusing America. Many of the people who survived the bomb, all they felt was how terrible this weapon was, and they wished to see that it was never used against anybody anymore. И на самом деле жители Хиросимы, они не обвиняют ни в чем Америку,
но они понимают, что насколько вообще страшная вот эта вот вещь, атомная бомба, и что надо сделать все возможное, чтобы предотвратить в будущем такие вообще бомбежки. And I found there was a special group who had this goal, and they wished to spread this idea through the use of these survivor trees. И я сформировала особую группу своих единомышленников, которые поддержали мою идею, чтобы распространять вот это вот дерево, которое пережило бомбардировку Хиросимы. Because when the bomb fell, the scientists and the authorities predicted that nothing would grow. Поскольку вот когда произошла вот эта бомбежка, ученые и все власти, они говорили, что ничего не выживет после бомбардировки. But in a matter of a few weeks, plants started to come. Но вот случилось чудо, и вот после бомбежки через несколько недель стали прорастать деревья. And these plants that came were so beautiful. И эти деревья, они были такими красивыми. They gave the people hope that if these plants can come back, maybe the people of Hiroshima who suffered from the bomb can also come back. И они дали надежду людям в том, что если это дерево выжило бомбежку Хиросимы, то и люди тоже после этой бомбежки тоже могут выжить. And that's the symbol of my favorite plant, the ginkgo tree. И это символ вот моего любимого дерева, это дерево гинка билоба. And the reason I love the ginkgo tree is because this tree has survived many disasters over the millions of years. Over 200 million years they found the seeds of this plant. И на самом деле вообще вот уникальность этого дерева заключается в том, что по истечении даже 2 миллионов лет вот это дерево оно продолжает жить в природе. So it's fitting that this plant stand for peace, sustainable living for the future, despite all these problems. То есть для меня это символ жизни, символ устойчивости к жизни, и несмотря на все проблемы. And with this plant, I also bring the feeling of the people of Hiroshima that we'll never forget what happened, but we don't want it ever happen again. И также это связано с чувством жителей Хиросимы, что это никогда не случится. Имена того дерева, отец которого пережил непосредственно Хиросиму. So it has a very special meaning. Это вот очень особенные семена. То есть непосредственно пережившие. Виктория Михайловна, дорогие наши пациенты, все участники данного очень замечательного мероприятия. Во-первых, позвольте выразить огромную благодарность от всего нашего коллектива, от онкологов республики за такой замечательный подарок, который символизирует, как вы сказали, жизнь, стремление к жизни. И, конечно, вот глядя на него, я думала, что это большое-большое дерево, но когда оно действительно растет, оно пока совсем маленькое, совсем маленькое. Теперь, конечно, все зависит от нас, насколько оно будет большое. И я думаю, что это обязанность не только нашего коллектива, но и, конечно же, пациенты, которые у нас лежат, они тоже будут сопричастны к этому процессу, чтобы дерево росло. Мы все знаем, что гинка билоба — это уникальное дерево. Из него делают, по-моему, производная винпоцетина, да? Дерево памяти. И оно действительно так и есть. И для нас тоже это огромная будет память, потому что мы четко понимаем, насколько это было страшное событие. Но в то же время это дерево показало, что дерево сильное. Жизнь, она сильна, несмотря на все такие моменты, такие страшные моменты. Все-таки жизнь, она пробивается. И жизнь, она должна быть. Огромное вам спасибо. И хочу вот подарить от нашего коллектива, это небольшой символ, тоже наш, да? Это национальная наша посуда, называется хамус. Это от нас.
доброе слово было сказано в мой адрес, прямо даже, я не знаю, чувствую себя какой-то селебрити, прямо звезда, да. Но все началось с того, что я 9 лет назад пережила сама онкологию. И было очень тяжело, тогда помещение было на Свердлова очень переполненное, очень тяжелое. И я теперь смотрю и думаю, как много изменилось, и все в лучшую сторону. И прямо вот душа у меня радуется. И тогда, конечно, мы не выдержали вот этого вот сидения в очередях, и мне лечение и операция все было сделано в Москве. И когда я еле-еле пришла в себя, после операции химиотерапии, а после химиотерапии у меня был побочный эффект отвращения к пище после тотального удаления желудка. И, конечно, я вот стою перед вами, раньше была женщина, цветущая женщина 52 размера, а сейчас 44 размер, еще одежду на меня в России не найти. А в свое время, когда я вот заболела, Стив для меня тоже сыграл огромную роль. Ну, когда поставили диагноз, мы больные сами знаем, что, конечно, это страшный момент, думаешь, мы же никогда не думаем, что мы заболеем раком. Мы знаем, что статистика, мы знаем, что очень много людей болеют, да, но никто не думает, что это коснется меня. И я тоже такая же была. Я думала, ну да, конечно, много болеет, ну и что, но меня это не коснется. И так я жила совершенно беззаботно. И вдруг, значит, как обухом по голове, и, конечно, страшный момент. И, видимо, моя дочь Катерина как-то сообщила Стиву, и со Стивом мы вышли на прямую связь по скайпу, и вот он говорит, я говорю, Стив, у меня рак. Он говорит, какой орган? Я говорю, рак желудка. Он говорит, ой, как я рад за тебя. У тебя рак желудка. Я думаю, Господи, он о чем говорит? Он говорит, это же здорово. Я тебя поздравляю, у тебя рак желудка, а не какого-то другого органа. Это, говорит, желудок твой удалят легко, и ты будешь долго-долго жить. И я думаю, Господи, он еще мне что-то много говорил про рак желудка, что какая я счастливая, что вот заболела раком, и что именно вот рак желудка. И вот и у меня начали расти крылья на спине. Думаю, Господи, действительно мне повезло, что у меня именно рак желудка. И я поверила, и вы знаете, это меня окрылило на мою победу. Я об этом всем рассказываю, потому что все смеются и говорят, ну как можно радоваться, что у тебя рак желудка. И вот, когда я пришла в себя, я решила написать книгу. И смотрим, оформление книги. Вот это оформление книги, это идея моей дочери Катерины. И она вот эту идею принесла, и как будто бы это наше дерево, вот это дерево, да, или наш робкий цветок камелия, они пробиваются из высохшей, из сухой, из твердой, и прямо из безжизненной почвы, а там солнце, значит, мы будем жить, и мы, значит, выходим и вот из этого, и это все жизнеутверждающее, и это все говорит о том, что вот мы не пропадем. Так, значит, если дать мне волю, я могу очень долго говорить, вы все устанете стоять, поэтому, значит, я закругляюсь. Наша организация для выживших. Потом я поняла, что, оказывается, с нами, с выжившими, никто не работает. Мне никто не помогал, как я должна питаться после тотального удаления желудка. Ни один врач в Якутске, никто никакой совет не может дать. А потом я поняла, оказывается, это не врачи такие вредные и противные, не хотят нам помогать. А оказывается, они не должны нам помогать, они должны диагностировать, лечить. И все. А дальше выживаем как можем. И вообще в России реабилитация онкологических больных вообще не поставлена. У которых грудки нету, да, у них свои беды, у них эстетические проблемы, психологические, молодые женщины без груди, да. Допустим, у кого ЖКТ, мы все худые, страшные, на нас страшно смотреть. У кого какой орган, у всех свои беды. И никто нами не занимается. И теперь вот я хочу возбудить интерес власть придержащих наших депутатов о том, чтобы они какой-то закон приняли для того, чтобы вот как-то реабилитационную работу среди онкологических больных. Эта книга, между прочим, попала на стол министру Скворцовой, депутатам Госдумы, ЛДПР. Там вот этим депутатами они читают и говорят, что книга нужная и полезная. Может быть, это тоже капля камень точит. Поэтому, значит, давайте будем жить,
И давайте вот эта камелия и наше дерево бинго, будем за ним следить. Оно обязательно будет расти. Валентина Дмитриевна, где вы? Вот мы на вас смотрим. И, пожалуйста, чтобы вот эта наша надежда, чтобы не угасала, и чтобы живой уголок здесь жил. И наша маленькая камелия тоже должна жить. Спасибо всем. Нашей ассоциации состоит 28 человек. 5 из них там доктора, да, которые консультируют пациента, остальные пациенты, они на разных стадиях онкологического заболевания. Кто-то уже находится в стадии ремиссии, а кто-то, ну, конечно, на тяжелых и на разных все-таки стадиях. И вот нам хотелось бы, чтобы как бы вы знали, да, что мы есть, мы оказываем помощь. Ну, знаете, это больше, наверное, социальная такая адаптация, да, реабилитация людей после, больше, да, реабилитация людей во время этого заболевания и после. Но я хотела бы вас больше, наверное, представить еще и почему мы, да, зарегистрировались, почему мы основались, да, это после нашего совместного проекта, это моей подруги, это моего партнера, и она также является учредителем, соучредителем вот этой ассоциации Мила Усенко. Она автор проекта «Стираем грани» и «Рак не приговор». Вы, наверное, слышали об этом проекте, фотопроект. В нем участвовали наши девушки с города Нерюнгри. Мила, можно пригласить тебя? Всем здравствуйте, я просто от себя добавлю пару слов. Да, начали буквально в прошлом году, это было ровно год назад. Презентация проекта «Рак не приговор, красота внутри нас» состоялся 5 августа, то есть это уже была презентация, с этого все и началось. Поэтому мы бы очень хотели получить поддержку в городе Якутске, возможно, даже продолжить. Лично я проживаю в городе, я готова сотрудничать, мы готовы дальше продвигаться. Если есть желание, возможность со мной скооперироваться, посотрудничать, мы можем продолжать этот фотопроект. Это авторский фотопроект. Это девушки, это красавицы, это выжившие, это те, кто на стадии лечения, те, кто на стадии реабилитации. Девочки, это такая красота. Мы после фотопроекта, мы даже в процессе фотосессии, мы обнимались и плакали от радости. Девочки, от радости. Потому что это так красиво. Это глаза, это посыл, это энергетика. У нас после фотопроекта те девочки, которые фотографировались, все ушли в стойкую ремиссию. Честное слово. Мы отрастили волосики, мы переоделись, мы поправились и, собственно говоря, все пошло иначе. Это и есть процесс реабилитации, помощи. Поэтому мы, наверное, готовы. Мы с Викторией Бушель, как представители, готовы сотрудничать, готовы делать все, что от нас будет зависеть, и с удовольствием, с огромным удовольствием. Всем спасибо. Поступивший месяц назад, мне 83 года. Сейчас чувствую нормально, хорошо, чем раньше. Ну, больница новая, коллектив сформировался очень хороший. Думаю, со мной, наверное, будут согласны. Очень квалифицированные и медперсонал вообще. В таком коллективе можно выжить, можно работать, в таком коллективе можно творить и так далее. Если есть возможности, так мы очень благодарны нашим лечащим врачам. Они очень хорошо обращаются и очень внимательны к пациентам. Это самое главное для человека. Я благодарен вот такому большому гостю, вот, который выделил внимание
и время приезжать в Якутии, посмотреть наш вот концерт республиканский. Первый республиканский в таком виде, в таком облике. Это очень благодарны нашему правительству, нашему вообще работникам и песням и так далее. Ну, поддержка всегда нужна. Вы очень, я думаю, очень благодарны. Между японским таким большим ученым держать связь. Так, и в дальнейшем буду очень благодарны якутский народ. Вот именно я говорю, вот вам вот такую дерево нам преподнесли. Так, большое спасибо. Я Амелия. Я красивый цветок. Я живу в прекрасном городе Хиросима с другими деревьями, растениями, цветами. Я люблю этот город, потому что мы с другими растениями даем так много радости детям и жителям этого города. Однажды случилось огромное несчастье. Атомная бомба упала на наш город и на людей, когда деревья и растения все сразу погибли. Все думали, что ничего больше здесь не вырастет. Но спустя много времени я начала опять расти. Меня жизнь уцелевших подземных корней. Долгие годы я болела, но со временем крепла и обрела свою прежнюю красоту. Сегодня я опять счастлива от того, что могу доставить радость детям и людям Хиросимы. Потом меня стали пересаживать по всему миру, чтобы я приносила радость детям и людям по всему миру. Я надеюсь, что больше на нас не будут падать атомные бомбы, и тогда дети, люди, деревья и растения будут жить в мире и гармонии. Пожалуйста, посадите меня с моим посланием к людям. Вместе мы создадим мир и дадим народам всего мира прочный.